Встреча президента России Владимира Путина и главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова проходит в Кремле. Руководитель республики первым делом поблагодарил Владимира Путина за оказанную помощь региону. В частности, за поддержку на федеральном уровне инициативы по празднованию столетия образования Ингушетии в 2024 году и 250-летия единения с Россией. Обсудили и самую глобальную проблему последних лет – пандемию коронавируса. В республике этим недугом переболело более 40 тысяч человек. COVID-19 унес жизни 548 жителей региона. Жертв могло быть и больше, если бы не своевременные меры, принятые властями. За короткий срок в каждом районе республики открыли ковидные отделения и госпитали. Организовали 27 пунктов вакцинации. Ситуация ковидная, она у нас, мы ее как-то локализовали, как бы, можно сказать, купировали. Это вот, я помню, вы рекомендовали 3-4 регионам, конкретно и наш регион, помочь там с лекарствами и оборудованием недостающим. Помогли. Ил-76 в Ингушетии в аэропорту сел. Вот. Это была, в общем, большая такая помощь. И с ними же прилетели еще бригады специалистов. И вот то поручение, которое вы давали, оно еще до этого, Михаил Альбертович, он еще прислал по 2 бригады, потому что у нас изначально не было инфекционной больницы вообще, а было отделение только. И врачей, специалистов у нас не было. И я благодарен Министерству здравоохранения, что они семинары проводили, они по 3-4 недели у нас были. И вы знаете, у нас сегодня уже благодаря вот этой помощи, вот этой как бы семинары, которые они проводили, я с каждым из них встречался. И у нас получилось, что у нас сложился теперь коллектив специалистов каждой больницы, а мы в 6 больницах сделали. И Сунжа, там у нас есть Сунжский район, город Сунжа, там мы сделали специалист немножко для беременных, вот у нас вот она и специализирует, мы туда стараемся. И в детской тоже больнице сделали. И так по городу Назрань, там, Назрановский район, Малгобек. Ну, в общем, в целом мы с этой ситуацией справляемся. Если говорить обеспеченность, что специалистов, что касаемо оборудования ИВЛ, я имею в виду других, и тех охранных одежды, СИЗов и масок, и нам очень Минпром помог. Далее обсуждение более приятной новости. Ингушетия уже который год в лидерах по приросту населения, лидирующей позиции и по продолжительности жизни. Регион с показателем 81 год занимает первое место по стране со значительным отрывом от других субъектов. У занимающего 2-е место Дагестана этот показатель 76 лет. Коэффициент естественного прироста населения региона за прошлый год составил 12,5 на 1000 человек. Это 2-е место по России, в то время как в целом по стране он составлял минус 4,8. Это увеличивает нагрузку на социальные учреждения. За последние 2 года также удалось значительно снизить долги республики и исполнить все социальные обязательства. В 2020 году объем долговых обязательств составлял 11,8 миллиардов рублей. Его удалось снизить почти наполовину. 15-17 год, вот эти вот детские, там еще что-то, там выплаты там коммунальные репрессированным, ну там все 8 категорий. И нам тогда Минфин выделил, подтвердили, и у нас ни 1 рубля задолженность по социальным выплатам всех категорий, мы закрыли это. И сейчас в этом направлении и продолжаем. И вот, касающийся социальных вопросов, очень большое Министерство труда мы сделали, построили здание для ветеранов войны, для престарелых по Минтруду, по программе. И я сам туда выезжал, открывали мы его, то есть там 1-2 этаж, все медицинские услуги, имеется в виду направленность санаторной, курортной направленности, и очень хорошие палаты. Вот эту ситуацию мы выровняли и площадь, и сейчас дальше обратились, чтобы увеличить еще, если одно здание, если Минтруд пойдет нам навстречу, мы хотим еще, ну, нужно как бы на всю республику там 80, а еще на 50 бы еще добавить, чтобы вот в этом плане.
Ингушетия участвует в реализации 43 региональных проектов в рамках указа президента России по нацпроектам. За последние несколько лет в регионе реализовано несколько сотен мероприятий в рамках нацпроектов. В республике строятся детские сады, школы, спортивные объекты, благоустраиваются улицы, улучшается экологическое состояние. А по строительству дорог Ингушетия снова в лидерах по стране. Многое удалось сделать, еще больше предстоит. Особенно это касается сферы образования, на что обратил внимание Владимир Путин. Есть еще одна проблема социального характера, то есть это отсутствие нужного количества образовательных учреждений. И дошкольных пока все-таки проблема полностью не решена, и школ. Все-таки еще очень много ребятишек занимается во второй и третьей смене. Владимир, абсолютно вы правы. И вот мы сдаем около 20 школ и 9 детских садов. И еще нам до 30-го года очень много нужно, потому что у нас рождаемость большая. Нам помогает Министерство просвещения, мы постоянно на контакте с Сергеем Сергеевичем и Сируевичем, потому что нашли помещение, где одной школе там, чтобы мы могли развить вот эту ситуацию. Но на сегодняшний день там еще есть вопрос малоземелья, оно тоже играет роль. То есть приходится выносить их за пределы. Не приходится, а просто нет их куда ставить, понимаете? И там ситуация в чем возникает? То, что когда вы выносите их, они же удорожают. Там надо коммуникации проводить, инфраструктуру подтягивать, дорогу делать. Бюджет, он определяется по объекту. Предполагается, что рядом там закрутил, сюда подключил. Инфраструктура рядом. Да, понимаете, и вот в этой части оно, конечно, сложности есть. Ну, нам идут навстречу, я и с Михаилом Владимировичем, и с Трутневым встречался, и с Новаком. Мы работаем, чтобы в этой части нам как-то помочь. Ну, надо иметь в виду специфику региона просто. На встрече также говорили о развитии экономики региона. Ингушетия уверенно идет по пути стабильного развития. Так, за 9 месяцев 2021 года дополнительные доходы бюджета составили 782 миллиона рублей. Исполнение республиканского бюджета по сбору налоговых и неналоговых доходов составило 61% от плана, чего не было в течение последних 10 лет. В Ингушетии открыты такие предприятия, как лесоперерабатывающий комбинат, швейная фабрика, завод алюминиевых сплавов, птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки. Эти мероприятия создали 550 новых рабочих мест, а предприятия по производству детских санитарно-гигиенических средств и завод по производству современного облегченного кирпича планируется ввести в строй в ближайшее время. Лидирующие позиции Ингушетия занимает и по росту индекса сельхозпроизводства. Он составил 108,6%. Это второе место по СКФО. А по темпам роста производства продуктов животноводства республика делит первое и второе места с соседями. А объем строительных работ за этот период вырос на 10%. Второе место по СКФО. На такой же позиции и добыча полезных ископаемых. Она увеличилась почти в 2 раза. Смотрю, в экономике в целом у вас стабильная ситуация. Стройка подрастает, да? Вы знаете, у нас стройка подрастает, но ввиду того, что у нас малоземелье, и сейчас мы должны, выработали мы с правительством линию такую, строительство поднять, но вот это, то есть если мы не будем строить многоэтажные дома, то индивидуально жилые выделять земли, то у нас не получится. Но когда мы сейчас запланировали и хотим это сделать, мы пришли с проблемой воды, это как на Кавказе, и водоотведение. И сейчас вот анализ сделали, мы довели, у нас не республики был, а Совет Федерации, там они вошли, вот эти вопросы, которые на комитетах их 2 дня обсуждали. Минстрой, конечно, спрашивает там, рост строительства, но реально, если у нас не будет, понятно, водоотведения, а там только в Магасе и в Назране, немножко в Малгобеке, и то это очень устаревшие вещи. А другие, Сунжи образованы, Карабулак, там, они вообще их не имеют. То есть эти вещи, если не сделать, то, понимаете, да?
Строительство водозабора на реке Аса с заменой ветхих разводящих сетей и модернизация водозаборов в 2 крупных населенных пунктах позволило бы снять остроту этой проблемы. Для реализации всех мер республике требуется порядка 19 миллиардов рублей. Также глава региона затронул проблемы обеспеченности объектов здравоохранения. Оно гораздо ниже, чем в среднем по стране. А Ингушская республиканская клиническая больница расположена в здании бывшей районной больницы 1985 года постройки. Количество развернутых коек почти в 3 раза превышает проектную стоимость. Отсутствует возможность функционирования целого ряда специализированных отделений. Для решения указанной проблемы крайне необходимо строительство многопрофильной больницы на 450 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену. Махмуд Аликалиматов в завершении отметил, что обозначенные приоритеты и цели государственной политики Ингушетии формируют перед властями региона задачи, решить которые без помощи федерального центра практически невозможно. Муслим Ганиев, Новости 24.